Студенты столичных вузов недовольны качеством обучения, которое проводилось онлайн из-за пандемии коронавируса. Многие жалуются на то, что они оплачивают немалую сумму контракта, но все это не дает никаких результатов, так как во время пандемии они не могли полноценно обучаться и получать знания. По сообществу я узнал через интернет, Инстаграм, точнее, друзья опубликовали в своей сети, я узнал и присоединился. На что вы жалуетесь? На то, что контракт очень дорого, так как в Кыргызстане нечем платить. С этим еще ковид. У нас была ситуация, все студенты работали в сфере бизнеса, это ресторан или быстрое питание, фастфуда. Там все закрыли, нигде студенты не могли уже оплатить. Вот еще родители не смогут, так как работы не было в Кыргызстане. И все за границу уезжали, там и они вернулись в Кыргызстан. Еще что многие села, они в принципе не могут зайти в онлайн общение, так как там нету сетей и не ловит плохая связь там. В социальных сетях, таких как Инстаграм, Телеграм, начали создаваться группы, куда присоединяются все недовольные студенты. Многие жалуются на то, что они оплачивают полностью контракт, но недовольны тем, как проводятся знания дистанционно. По словам студентов, были проблемы, связанные с подключением интернета, особенно в сельских местностях. Во время онлайн-образования студентов в принципе не обучались, то есть затраты должны были быть минимальными на отопление, электроэнергию. По поводу ремонта университеты как и были без ремонта, так и до сих пор стоят. И то есть наше вообще сообщество студентов требует именно вот этого отчета, куда вообще тратятся деньги. Также мы узнали от юристов то, что во время первой волны пандемии были оказаны спонсорские вообще помощи от других стран. То есть это вообще назначалось на то, чтобы обеспечивать инвалидов, также медиков и вообще запастись медикаментами, но также эти средства были использованы не по назначению. Поэтому мы требуем, чтобы нам сделали скидку в 50%, и даже если запустят офлайн образование, мы не будем останавливаться на этом. Про группу узнали случайно, просто из соцсетей, это форсилось. В итоге мы присоединились, потому что наши проблемы оказались едины. Вот. И проблемы с карантином, они начались еще в самом начале. Это можно было заметить еще первые пару месяцев, когда интернет практически отключился из-за большой нагрузки на интернет-провайдеров. И мы просто не могли заходить на пары из-за отключения интернета. Но после все это, когда улучшили, интернет стал более-менее стабильным. Но он стал стабильным именно в городской местности, а в селе также она отсутствовала практически. И мы не могли просто даже отправлять сообщения по WhatsApp. На офлайн обучение смогут выходить студенты магистранты выпускных курсов по всем направлениям. Студенты медицинского факультета, студенты младших курсов. Но пока нужно создать гибкий график обучения на 2-3 смены. Для соблюдения социальной дистанции должно быть менее 15-20 студентов. Массовые мероприятия запрещается проводить. Об этом сообщил сегодня заместитель министра образования и науки Нурлан Умуров. При организации обучения в традиционном формате необходимо составить гибкое расписание учебных занятий, чтобы в стенах учебного заведения одновременно находились бы минимальное количество студентов. На усмотрение вуза и СПУЗа и профлицеев допускается разделение студенческого контингента на 2-3 смены с определением зафиксированными днями посещения занятий. Рекомендуется предусмотреть разделение больших групп, так чтобы в одной аудитории находились не более 15-20 студентов при условии соблюдения социальной дистанции. Напомню, что почти все общественные места открыты и возобновлены работы, кроме учебных заведений. Они пока не вышли полностью на офлайн обучение. Если студенты выйдут на традиционное обучение, надо будет соблюдать все санитарные нормы и не проводить никаких массовых мероприятий. Айжан Аманова, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.